смотрите специальный выпуск программы «Время новостей», в студии Анна Зубарева. Здравствуйте. Глава республики Владимир Уйба обратился к жителям региона. Буры Донайортис. Добрый вечер, уважаемые жители республики. Сегодня расскажу о темах, которые точно совершенно интересны и касаются практически всех жителей республики. И мне их задают очень часто, и вот сейчас по телефону, и на встречах. Итак, первая тема, это мы впервые в республике, после моих многочисленных поездок и обращений жителей многодетных семей, у кого 7 и более детей, родители обращались ко мне, что не могут вывести семью сразу всю, поскольку для этого нужно нанимать, по сути, микроавтобус. И вопрос стоял так, что, может быть, как-то можно решить вопрос для семей, где 7 и более детей. 7, потому что микроавтобус у нас начинается с 7 мест и более. Поэтому 7 и более детей все-таки рассмотреть возможность выделения денег на приобретение такого транспорта. И действительно, мы в 2021 году, несмотря на то, что были сложности большие, вы помните, в начале года с бюджетом, мы эту тему рассмотрели. Я внес такой законопроект в Госсовет, и при поддержке Госсовета мы приняли такое решение. И сегодня уже 10 семей, где 7 и более детей до 18 лет, получили автомобили, то есть микроавтобусы. Сумма на каждое приобретение 1,2 миллиона рублей. Это, в общем, вполне достаточная сумма для того, чтобы приобрести обязательно только новый микроавтобус, это одно из условий. И семьи совершенно с географией по всей территории республики, 2 семьи из Воркуты и по одной семье, это Инта, Печора, Сосногорск, Удовский, Карткировский, Ижемский, Сыктывдинский и Княжпогосские районы. Я уже сказал, что обязательные условия по приобретению – это новый автомобиль и автомобиль отечественной или иностранной марки, но обязательно произведенный в России. И я уже сказал, что салон автомобиля должен быть не менее 6 мест, плюс место водителя. По получению средств на приобретение автомобиля все достаточно тоже просто. Вся процедура доведена до центров соцзащиты, поэтому вам нужно обратиться в центр соцзащиты с документами. Дальше вам помогут уже оформить непосредственно получение средств для приобретения такого автомобиля. И еще возможность не только Центр соцзащиты, еще и офис МФЦ «Мои документы». Еще одна важная тема. Тоже мы достаточно много обсуждали с ветеранами войн о том, чтобы не занимать госпиталь ветеранов войн под ковидные госпиталя. Я обещал ветеранам, что, конечно, если будет малейшая возможность, мы не будем занимать, но вы знаете, что эта вспышка была более мощная по количеству заболевших, чем первые 2. И, соответственно, мы заняли все-таки госпиталь под разворачивание коек ковидных. Так вот, при том, что я обещал, что как только будет малейшая возможность, мы госпиталь снова вернем к его первоначальным задачам. 16 декабря республиканский госпиталь ветеранов войн снова открывает свои двери для работы по своему предназначению. Снова начинает работать консультативно-поликлиническое и стационарное отделение. Мало того, опять же на встречах с активом ветеранов войн и ветеранов был задан вопрос, чтобы все-таки дополнительно еще были специалисты, принимали там, чтобы это было, во-первых, более удобно ветеранам, и самое главное, чтобы полное обследование. Так вот, сейчас к тем специалистам, которые уже принимали в госпитале, еще добавляется уролог, эндокринолог и лор. Это, повторяю, с 16 декабря
госпиталь начинает работать уже вот в таком еще и расширенном варианте по специалистам. И по эпидобстановке. За сутки мы снизились, но опять не очень существенно, но все-таки. Это за сутки выявлен 251 случай заболевания ковидом, вчера было 260, все-таки минус 9. По географии ничего не меняется. Сыктывкар, Ухта, Воркута, Сосногорск и Усинск. В составе вновь выявлено 251 человек, всего 2 человека было привитых. Это, опять же, статистика того, что нужно прививаться в обязательном порядке. К сожалению, умершим все-таки умерло 8 человек, но, опять же, вот среди умерших не было ни одного привитого. Это опять к разговору о том, кто еще думает, понимая, что все-таки, я это прекрасно вижу и понимаю, это уже статистика у нас абсолютно репрезентативная, что нужно прививаться, потому что прививка все-таки дает защиту не только от заболевания, но и если даже заболевание случилось, заражение вернее, то это все-таки либо амбулаторное, либо стационарное, но выздоровление. По развернутым койкам у нас развернуто на сегодняшний день 1796 коек. Сократили мы достаточно большое количество коек, 220 коек. Вот это и республиканская инфекционная больница, Ухтинская больница, Выжве, ну и вот госпиталь ветеранов войн. Все койки закрыли, то есть то, о чем я сказал ранее, мы открываем 16 декабря госпиталь. По занятым 1170 коек занято, то есть мы все равно соблюдаем баланс, смотрим, чтобы баланс 20% между занятыми и развернутыми обязательно соблюдался. По вакцинированным у нас сегодня полностью завершили вакцинацию 348 701 человек, за это вам огромное спасибо. Остаток вакцин у нас стал больше, чем был перед уходом на выходные, потому что за выходные поступило почти 30 тысяч доз вакцины ГАМ-ковид-ВАК. Соответственно, у нас сегодня, вот я сказал, более 150 тысяч доз вакцины. Поэтому никаких вопросов для того, чтобы записаться на вакцинирование и пройти вакцинирование, у нас сегодня нет. Поэтому дело только за вами, уважаемые жители республики. И на этом сегодня я завершаю информацию свою. Конечно же, в обязательном порядке соблюдайте масочный режим, берегите друг друга и до следующей встречи. Вы смотрели специальный выпуск программы «Время новостей». Всего вам доброго, до новых встреч в эфире.